Здравствуйте, дорогие якутяне. Мы погорельцы с Кулаковского 10/2. Вот что осталось от нашего дома, который погорел 1 февраля 2015 года. В этот день был сильный ветер. Второй этаж весь выгорел дотла, остался первый этаж. 20 квартир, 20 семей остались без крова над головой. К сожалению, до сих пор мы мыкаемся. Каждый, кто где, смог притулиться. Слава Богу, мы здесь родились. Родные, близкие, знакомые, кто где смог. Но фактически мы бомжи. 4 февраля в мэрии Садовников нам обещал всем жилье, гарантийные письма, что в ближайшее время, по крайней мере, нам что-то дадут. До сих пор прошло почти 7 месяцев. Мы без ничего. Без квартир, без всего. Я прожила в этом доме 43 года. 3 детей здесь родила, 2 внуков. Все остались без жилья. Первое обращение, конечно, мы писали в мэрию, Ткаченко, чтобы нам дали гарантийные письма, дали нам временное жилье, пока не дадут постоянного. Дом наш ветхий, аварийный, с 2012 года признан. Обещали нас сносить уже в 2015 году, расселить. У нас есть документы на расселение. Вот я веду дневник погорельца. Здесь каждый день отмечаю, что, куда мы ходим, что мы делаем, какие отписки. Вот куча документов, куда мы ходили. Первый, значит, документ. Тамара. Мы приглашали комиссию еще в 2009 году, когда дом стал коситься, из-за пожарной обстановки боялись, что дом сгорит. У нас был акт обследования 2009 года. Дом признан ветхим, аварийным, под снос. Что предлагал нам Ткаченко и мэрия? На наши вот заявления, на каждый есть ответ, что погорельцев 325 семей, нет квартир, нет возможности нам ничего предоставить. 6 февраля мне предоставили квартиру на Чеченко 18, фотографии потом посмотрите, без окон, без дверей. Там умер тоже какой-то бомж, потому что отопления нет, окон нет, дверей нет. Я должна была с дочкой, которая учится вот в гимназии за домом, переехать в эту квартиру. А Чеченко, если вы знаете, где это. Следующее, мы просили это получить, значит, гарантийное письмо после того, как нам Садовников пообещал, потому что нам ничего не дали. Мы думали, нам же что-то надо где-то жить. Опять отписка, становитесь на учет и собирайте документы. Опять третье я пишу, 10 февраля. Значит, я беру список. Список этот на 10 пунктов, вот расписка. Я все документы собираю. В итоге 16 апреля, это я 10 февраля собираю, и 16 апреля меня поставили на учет и аж за номером 6345. Помимо того, что я погорелица, еще встала, это они вот просто отписываются, чтобы делайте то, делайте то. Потом, значит, 16 февраля ни с того ни с сего подъезжает машина и рушит наш дом. Вот у нас собственники жилья, их квартиры разрушенные. Вход в дом разрушен, мы не можем даже за нашими вещами прийти, потому что 1 февраля, когда все залили, мы не смогли, даже что-то там погорело, мы хотели что-то собрать, хотя я живу на 2-м этаже, правда, все выгорело. Ну, хоть какие-то вещи, книги он показывал, ну, хоть книги спасти, хоть что-то спасти с дома. Не получилось, потому что 16-го пришли, входы разрушили. Хотя первый этаж еще был пригодный, и собственные квартиры были. Мы написали прокурору. Ответ дал какой? Вот скажи, какой ответ вам дали? Прокурор, естественно, отписался, якобы не видит состава преступления в их действиях, поэтому за ответом они переслали письмо в ту же самую мэрию. Оттуда пришла отписка, что дом снесен. Ну, до этого они, конечно, присылали нам весьма интересные факты. Вот дом был разрушен, допустим, 15 февраля, он уже был разрушен. Именно моя квартира и также собственница одна квартира. Прямо прямым текстом вот так вынесены экскаваторами, надо фотографию показать. Я пошла Ткаченко, что такое, это мы в феврале в каком тогда ходили на собрание, да.
Ага, и они пишут такую весьма интересную отписку, что мы собственники. Вот заметьте, дом наполовину муниципальный, наполовину собственников. Да, заметьте, да. Заметьте, такой вариант интересный. Должны собственноручно снести свое собственное жилье по требованию администрации. Якобы оно являлось там то ли неустойчивым, то ли нет, а дом был в прекрасно устойчивом состоянии. Никаких этих опасностей он не нес. Потом, значит, после этого, после того, как мы написали в прокуратуру, ответа, к сожалению, мне так не пришло, мы написали Игнатенко, потому что мы Айсена, к сожалению, не могли найти. Он был постоянно то в отпуске, то в командировке, то куда-то выезжал. И приходилось работать с его замами, потому что его постоянно в городе нет. Написали Игнатенко 19 февраля, все жильцы подписали. Пришел тоже ответ, что на основании не имеет возможности и правовых оснований нам выдать квартиру. Ответ на коллективное заявление Ткаченко. Так, согласно данной программе, дом определен под снос на 2015 год. Ну, до сих пор мы даже и не знаем, когда нас несут. И опять это очередная отписка. Следующий наш шаг. Я пошла писать письмо нашему президенту Якутии, Борисову. Тоже коллективное, тоже со всеми подписями. Тоже, значит, один ответ пришел в Министерство по строительству. Пришел ответ, что они отправляют, вот, ну, Сугурова написала, да, это, значит, с Министерства архитектуры и по строительству, то, что они рассмотрели и передали опять дело на рассмотрении Ткаченко, который опять пишет, что нет квартир, пригодные для жилья для нас, и он не имеет возможности и правовых оснований нам выдать квартиры. Значит, никаких правовых оснований, то, что мы лишились жилья и негде нам жить, оказывается, нет никаких правовых оснований. Дальше, следующее. Мы в апреле опять, после того, как мне дали вот на Чеченко 18, и там невозможно жить, я опять пришла. Ну, где нам жить? Он опять нас говорит, пишите письма, что-нибудь найдем. И мы сколько раз ходили в мэрию? Раз 5 или 10 к нему ходили. Он говорит, вы хоть 10, хоть 20 заявлений пишите, я вам все равно ничего не дам. Степанова Сардана Сергеевна с квартиры 13А. Тоже прожила сколько здесь лет, уже свыше 20 лет. После того, как мы с дочерью лишились жилья, получается, что мы как эти бомжи натурально. Я живу сначала у подруги, то у родственников. То есть мы уже раздельно живем, она тоже по подругам ходит. И тоже так же, вот, когда на заявление о предоставлении хотя бы маневренного фонда мне дали адрес на Строителей 10/1, это одноэтажный барак, зайти туда было невозможно, потому что дверь открывалась где-то на 1/3, полы все волнами, везде грибок, окна замерзшие напрочь, батарея лопнувшая. Это они мне в феврале месяце вот такое жилье предоставляли. И мы опять замкнулись. Кому бы мы ни писали, куда бы мы ни ходили, все мы приходим к этому Ткаченко. И я записываю все наши разговоры на диктофон, но, к сожалению, он одно и то же говорит. Нет денег, нет денег. Хорошо, нас отправили на суды. Пошли мы в мае, да? Он сказал, все, решайте через суд. Последний, по-моему, да. Берите деньгами. Сначала сказал мировой, берите деньгами, миллион. Сколько? 1 400 000 получается на квартиру, да. И радуйтесь, вот купите квартиру. Найдете, а мы, значит, эти деньги выплатим. Мы, конечно, все отказались, стали судиться. У всех уже решение есть. Вот у меня, вот, например, есть решение такое. Сына, вот мое решение еще как бы, оно вот 8 июля, сказали позже, через 40 дней оно только вступит в силу, если не поступит с мэрии, как называется, опровержение. Вот сын, он уже выиграл, он уже получил и отнес судебным приставам решение исполнительные. Ему вот пришла такая бумага, что все равно вы должны заключить мировое соглашение с администрацией. И вот деньги 64 590 на квадратный метр. И больше других лимитов нету. Вот. А если вы хотите доплаты по мировым соглашениям, это уже будет неправомерно.
Поэтому мы просим, я не знаю уже кого просить, мы, конечно, уже в отчаянии. Извините за такой сумбур, потому что, вот считайте, эти 7 месяцев мы ходим, знаете, как по острие ножа, по всем чиновникам, которые нас вот головой туда, и, как называется в басне-то, лебедь, рак да щука, а воз и ныне там. Один туда, другой туда, третий туда, отписываются, бумаги у каждого, вот куча фотографий, куча бумаг. Я все фотографии предоставила в суд для того, чтобы мне хоть что-то получить. Но я думаю, если я такой же получу, у нас пока только один такой документ из всех 20 квартир, которому уже вот сказали, что по исполнительному производству 64 590 вы получаете за квадрат.